Жители Коми пока недостаточно активны в конкурсе на присвоение имени аэропорту Сыктывкар. По предварительным результатам, очевидно, пока этот показатель у нас один из самых низких в стране. Между тем, повлиять на итоги может каждый. Голосование продлится до 30 ноября, а итоги подведут 5 декабря. На сегодня лидером списка считается Петр Истомин, первый коми-летчик. Далее с небольшим отставанием идут первый глава республики Юрий Спиридонов и один из героев Великой Отечественной войны Николай Плеснин. О том, чьим именем, возможно, будет названа воздушная гавань столицы, Любовь Лапина. В столичном музее авиации среди тысяч фото белоснежный бюст Петра Истомина сразу приковывает к себе внимание. Здесь он один такой. Рядом табличка «Первый коми-летчик» и годы с 1891 по 1919. Он прожил короткую жизнь, всего 28 лет, на стыке веков и при смене политического режима. Обычный сельский парень из далекой Усть-Ухты оказался в гуще событий и пал смертью храбрых. Образование у него было 4 класса, это в то время, время революции тогда, это большое дело. Вот. Закончил он вначале Кронштадтскую школу механизаторов, плавал на корабле эсминце по Балтийскому морю, но эсминец был потоплен, вот, часть экипажа спаслись, и его наградили медалью за храбрость и отвагу. Руководитель столичного музея авиации отмечает, известно о первом летчике немного. Почти вся информация из газетных вырезок. Они представлены здесь же. Что поражает, так это фото самого Петра Истомина. На нем видный мужчина, крепко сложенный. Так, по воспоминаниям его племянницы, только размер его обуви был 47-м. И, видимо, физические данные и позволили ему сначала попасть на фронт, а затем и в авиацию. После успешного спасения с эсминца и получения награды уроженец Усть-Ухты пошел на учебу в школу бортмехаников. Там всего за год он освоил азы летного дела, а после получил звание пилота, после чего снова отправился в бой. Воевал за Котлас и на Балтийском море. Там и нашел свою смерть. Я думаю, что здесь сказалось то, что короткий срок подготовки и за год летать. И, в общем, был очень мобильный такой обстрел их. Оба попали в плен. Просили, чтобы сдался, перешел на сторону белых, но он сказал, что я революцию не продаю. Бортмехаников решили отправить на каторгу пилотов Истомина и Дмитриева, расстрелять. Приказ был приведен в исполнение. Сегодня никто точно не скажет, где именно был похоронен первый коми-пилот. Но о его подвиге все же стало известно. Рассказали об этом как раз те самые избежавшие расстрела члены экипажа. Через некоторое время они все же были освобождены. Вернулись в Петроград, и там в газете «Красный Балтийский флот» опубликовали статью о подвиге своих товарищей. А уже в советские годы пилоты гражданской авиации Коми собрали средства и установили памятную доску на доме, где родился именитый земляк. Сегодня она хранится в Краеведческом музее Усть-Ухты. А не так давно именем первого коми-летчика была названа и одна из улиц в его родном селе. Чтобы сохранить память о первом летчике коми-народа. Вот в Усть-Ухте у нас сейчас появилась улица имени Петра Истомина. Имя Петра Анисимовича Истомина попало в тройку призеров, за которые будут голосовать жители Коми, чтобы назвать аэропорт Сыктывкара именем наших великих людей, одного из великих людей. Я думаю, что надо назвать именем Петра Анисимовича Истомина. Еще раз напомним, голосование продлится до 30 ноября. Отдать свой голос за кого-либо из претендентов можно на сайте великиеимена.рф, а еще через социальные сети и с помощью телефона горячей линии. Любовь Лапина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.